Слово представляется руководителю правозащитных движений. Наверное, несколько у тебя уже есть. Или, как бы говорят, ты очень известный человек у нас в области правозащиты, Алексея Глухова. Ну, щит и меч, кроме щита и меч, по-моему, еще что-то есть у тебя? Нет? Уважаемые собравшиеся, меня зовут Алексей Глухов, я как раз таки тот самый человек, про которого председатель ЦИКа Чувашии сказал, что в Порецкое выехала усиленная группа для того, чтобы расшатать на примере Порецкого района всю избирательную систему России. Вот могу вам сказать то, что никого не посылали в Порецкое, все туда ехали по собственной инициативе для того, чтобы показать, как на самом деле должны проходить выборы. Нам противодействовали, и эти выборы я никогда не признаю честными, потому что за честными выборами не должны следить чекисты. Вот. А именно сотрудники ФСБ приехали в Порецкое для того, чтобы блокировать действия независимых наблюдателей. Вот. И именно наши наблюдатели не спились еще к обеду, как на многих участках на селах, когда члены комиссии наливали им водки для того, чтобы они не замечали нарушения. Наши наблюдатели честно отстояли, что называется, от звонка до звонка, несмотря на то, что в районе там и негде толком-то исходить в туалет, там нет теплых туалетов, там все плохо. Вот. Но между тем нарушения выявлены. Если кто-то там в ЦИКе считает, что кто-то там из порецких наблюдателей признал, то, что не было системных нарушений. Системные нарушения там были. И мы все эти жалобы подадим. Но подадим мы не в этот ЦИК, потому что этот ЦИК никогда не признал ни одно нарушение. Потому что им главное показать, что все якобы прошло чисто. Но мы будем работать юридическим путем. Вот, и опровергнем этот лозунг о том, что наши суды все-таки не завуалированы властью. И как показала практика, когда гражданских активистов в Чувашии перед выборами привлекали, суды все-таки встают на сторону гражданских активистов и отказывают в привлечении к ответственности. Поэтому я призываю всех действовать исключительно по закону и требовать соблюдения своих прав. И эти выборы в любом случае они будут нечестные, потому что были факты и фальсификаций, и вбросов, и банально люди расписывались за избирателей, а это неправильно. Но мы будем доказывать это в суде, пусть пройдут годы, но мы это докажем. И мы поставим вопрос, что в Чувашии выборы в следующий раз будут проходить честно, а количество наблюдателей на выборах, независимых, будет еще больше, и они не позволят нарушать закон. Спасибо. Спасибо.